Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем вебинар «Изменения в законодательстве Российской Федерации по защите персональных данных» и, в частности, изменения в 152 ФЗ, которые вступили в силу с 1 марта, да, Лариса Георгиевна. И сегодня изменения эти представит нам начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора по Республике Коми Здор Лариса Георгиевна. Вы уже с ней знакомы. Но прежде чем она начнет, уже вот среди приветствий, и мы там обозначили, напомнили вам о кодексе, да, присоединиться к кодексу добровольных практик, и некоторые образовательные организации пишут, что их нет в перечне. Коллеги, будьте добры, направьте мне на почту тогда. Ну вот я увидел 103-й детский сад Воркуты. Или здесь в чате можете обозначить, какой организации нет. Мы буквально в течение завтра, послезавтра добавим ваши образовательные организации, и вы сможете присоединиться. Ну или второй вариант. Вот, Лариса Георгиевна предлагает выбрать любую образовательную организацию, а там, где должность, написать там директор и указать уже свою конкретную образовательную организацию. Но я боюсь, тогда они в списке могут не появиться, как другая. Нет, лучше напишите, мы добавим. Итак, мы сейчас отключим видео, перейдем в режим микрофона. Попрошу в чате поставить плюсик, если нас слышно и видна презентация. Вернее, 2 плюсика лучше. И об изменениях федеральной. Уважаемые слушатели, сегодня мы с вами проанализируем изменения, которые внесены 519 федеральным законом от 30 декабря 2020 года. Федеральный закон о персональных данных номер 152. Есть часть определенных статей, которые непосредственно затрагивают и образовательные учреждения, ну и информация, кроме того, будет дана по использованию, по применению законодательства о персональных данных как обычных физических частных лиц при использовании сетей интернет, при общении в социальных сетях. Давайте начнем. Значит, сразу здесь оговорюсь, поскольку федеральный закон вступил в силу с 1 марта, Роскомнадзором до 1 марта должны были быть разработаны формы согласия по обработке персональных данных. Сразу скажу, что формы согласия разработаны, но сам приказ проходит процедуру согласования государственной регистрации в министерстве. Поэтому пока на сегодняшний день то, о чем мы поговорим с вами, применяете в той форме, в которой сейчас внесены изменения, кроме самого согласия на обработку персональных данных. Дополнительная информация будет размещена и на сайте Роскомнадзора о принятии, о подписании непосредственно самого приказа об установлении требований к содержанию согласия по обработке персональных данных. Он будет размещен и на сайте Роскомнадзора по Республике Коми, и на сайте Центрального аппарата Роскомнадзора в Москве. В крайнем случае вы все прекрасно знаете наши номера. Если будут возникать вопросы, не сможете найти этот приказ, можете всегда обратиться, подскажем. Значит, начнем с того, какими статьями дополнен сам федеральный закон и какие статьи признаны утратившими силу. Значит, в часть 3 дополнено понятие 3 статьи, дополнено следующим. Персональные данные, то есть сама статья конкретно говорит о том, какие у нас есть сведения, какие сведения являются персональными данными, каким образом они могут распространяться. Так вот, в эту статью, часть 10.1, добавлено понятие персональных данных, которые на сегодняшний день у нас будут рассматриваться как данные для распространения. То есть это персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения. Тут нужно понимать конкретно, что такое неограниченный доступ к персональным данным, который обязательно должен применяться в соответствии со 152-м федеральным законом, только с согласия, и какие сведения могут быть размещены в сети интернет в общем доступе, в отношении которых не требуется брать согласие. Поскольку
Это закон о внесении изменений. Здесь не трактуются конкретно сведения о общедоступной информации, поскольку на сегодняшний день со 152 федерального закона, вот с этой статьи, вообще исключено понятие общедоступных сведений. То есть мы с вами должны прекрасно понимать, что если раньше мы увидели какие-то сведения где-то в общем доступе, считали, что мы можем ими пользоваться, ну, соответственно, не нарушая определенных частей жизни человека, не вмешиваясь в личную жизнь, не оскорбляя его ни деловую репутацию, ни честь и достоинство, то на сегодняшний день вот это понятие, оно абсолютно ушло с самого правоприменительного закона. И персональные данные, к которым может быть доступ неограниченного круга лиц, они представляются субъектом персональных данных в разрешительной форме. То есть субъект должен разрешить предоставить его сведения где-либо, либо запретить использование его персональных данных в общем доступе. Почему я на этом делаю такой акцент? Поскольку вы являетесь образовательным учреждением, имеете свои официальные сайты, в соответствии с законом об размещении информации в общем доступе, касающейся педагогического состава, на сегодняшний день, до 1 марта, вам не нужно было брать согласие непосредственно для размещения сведений на своем сайте. Почему сейчас меняется позиция? Поскольку у нас общедоступность убрана с самого законодательства, и сведения, которые будут размещены в любой форме в общем доступе, они могут быть только с согласия, но если это не касается справочной информации. Мы с вами прекрасно помним, как размещаются сведения о педагогических работниках на официальных сайтах. Есть определенная вкладочка, на которой вы размещаете сведения. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, какой стаж работы, да, какое образование. Так вот, на сегодняшний день даже эта информация должна размещаться с согласия на обработку, на предоставление в общем доступе данных сведений. Это конкретно закрепляется статьей 3 152 федерального закона, в которую конкретно внесены изменения, что обязательно должно быть дано согласие субъекта на предоставление в общем доступе сведений о нем. Поэтому на это, пожалуйста, обратите внимание. Теперь также внесены, в соответствии с тем, что мы с вами говорили, что общедоступные сведения, они вообще исключены из законодательства, поэтому пункт 10 статьи 6 признан утратившим. Конкретно в этой статье указывалось, если вы помните, не помните, напомню. Статья 6 гласит о том, что сведения, персональные данные о гражданах могут обрабатываться, в первом пункте указывается с согласием, да, и дальше указывается, начиная от 2 по 11 пункт, в каких случаях согласие не требуется. Вот в одной из этих частей, пункт 10, там конкретно было указано, что согласие не требовалось в том случае, если информация, персональные данные взяты с общего доступа, то есть любого общедоступного ресурса. Требования, хочу здесь конкретно отметить такой пункт, тоже внесено изменение в статью 10.1, особенности обработки персональных данных, вот конкретно в этой части, поскольку, наверное, резонно возникает вопрос, а что же нам делать, если мы информацию где-то взяли, да, допустим, в своей группе, хотите опубликовать данную информацию, она была ранее размещена в общем доступе. Никто не говорит на сегодняшний день, что эта информация вообще не может использоваться. Если, допустим, вы увидели какой-то пост, статью где-либо, в которой непосредственно указаны персональные данные гражданина, и вы хотите ее использовать именно в этом смысле, в котором в данной статье информация о данном гражданине с использованием его персональных данных указана, допустим, это объявление о том, что
данный человек там участвовал где-то, допустим, заслуги какие-то у него есть, и вы хотите эту информацию разместить у себя, поскольку данный гражданин имеет какое-то отношение к вашему образовательному учреждению. В этом случае, конечно, информацию вы можете разместить, но с определенными условиями, есть определенные ограничения. Согласие в этом случае вам от гражданина брать не нужно будет, поскольку информация уже была размещена в общем доступе. Но ссылочку на первоисточник вы обязаны будете разместить. И информация может быть размещаться ровно в том смысле, в каком она была в первоисточнике. Понятно, да? Если вы что-то вносите дополнительно, допустим, ставите свой комментарий с указанием персональных данных вот того персонажа, о котором вы взяли информацию в общем доступе, то в этом случае вы должны уже обратиться к гражданину, взять его согласие. То есть только ровно столько, насколько он давал свое согласие для первоисточника. Размещается информация. Требования к содержанию согласия по обработке персональных данных закреплены у нас статьей 9, которая дополнена частью 9, и она следующего содержания. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПД для размещения, устанавливается уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. Ну, кто не знает, напомню, что уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных на территории Республики Коми является Управление Роскомнадзора по Республике Коми. На сегодняшний день требования к содержанию устанавливается, как я уже сказала, приказом номер 18, который проходит на сегодняшний день согласование. Оно устанавливается центральным аппаратом, которому подведомствовано самоуправление. Поэтому в этом случае мы будем контролировать, надзирать за соблюдением законодательства, а сама форма согласия будет установлена центральным аппаратом Роскомнадзора по Республике Коми. Но, тем не менее, само согласие, оно должно быть, соответствовать законодательству и соответствовать части 10 статьи 1. Так, как мы здесь двигаемся? Только немножко. Ага. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что внесены изменения в пункт 2 статьи 10. Данная статья регламентирует обработку персональных данных конкретно специальных категорий. В вашем случае, ну, скорее всего, эта информация, она вообще никогда нигде не распространяется. Но, тем не менее, в организации, особенно образовательные организации, они у себя применяют непосредственно данную статью в отношении педсостава. То есть специальные категории – это сведения об образовании, национальности, религии, о судимости непосредственно. В вашем случае используется определенный признак, то есть сведения о судимости при поступлении на работу предоставляются самим работникам и, естественно, запрашиваются тоже только с согласия самого работника. Для этой части тоже нужно вам обратить внимание на то, что распространение персональных данных специальной категории, оно допускается только с согласия на обработку персональных данных, конкретно на распространение. Допустим, сведения о том, что произошло какое-то непосредственно ЧП, связанное именно с уголовным расследованием, либо лицо было когда-то где-то каким-то образом, ну, скажем так, признано виновным. Поэтому в этом случае размещение в общедоступных источниках, оно предполагает обязательное принятие согласия на обработку персональных в соответствии с теми требованиями, которые будут заложены непосредственно в самом согласии на обработку персональных данных. Давайте мы посмотрим непосредственно статью 10.1 «Особенности обработки персональных данных, разрешенных для субъектам персональных данных для распространения». Согласие на размещение и распространение персональных данных непосредственно должно быть определено в самом согласии. То есть
Форма согласия должна быть отдельная от обычной формы согласия, которая непосредственно берется с самого работника при устройстве его на работу. Если на сегодняшний день как образовательные организации, так и другие организации имели такую возможность взять единое согласие, не указывая конкретно, какой перечень персональных данных будет размещен. То есть вы регламентировали свою работу в соответствии с законодательством, которое на вас накладывало обязанности размещать информацию в общем доступе о своих работниках. То вот сегодня с изменением этого законодательства, с внесением изменения, сама форма согласия, она будет предполагать перечень персональных данных, на которые ваш работник, либо лицо, у которого вы берете, если, допустим, это будет касаться ваших ребятишек, которые посещают учебные заведения, то в самом согласии должно быть указано и дана возможность выбрать субъекту персональных данных тот перечень персональных данных, на который он дает согласие на размещение. В чем разница? Да? Если раньше вы просто писали, даю возможность, сами оформили форму согласия, да, перечислили весь перечень персональных данных, которые вы хотите разместить, ну и гражданину ничего не оставалось, кроме того, как подписать это согласие, либо отказаться. Начиная с 1 марта у гражданина есть право дать согласие на распространение его персональных данных в том или ином объеме. Понимаете, да, разницу? И при этом вот на сегодняшний день самостоятельная разработка использованием оператором формы согласия на распространение и размещение персональных данных пока запрещена. В этой части хочется пояснить, скажете, да, вроде должны использовать форму, а формы пока нет. На сегодняшний день Роскомнадзор считает переходный период от того момента, как вышло 519-е, вступило в законодательство, изменения в законодательство, внесенные 519-м федеральным законом, до того момента, когда будет размещена форма в общем доступе. Кроме того, хотелось бы вас успокоить, что будет определенный переходный период, в который вам будет дана возможность непосредственно разработать новые формы. Формы-то, естественно, вы будете брать те, которые разработаны Роскомнадзором, но, тем не менее, у вас, скорее всего, возникнет возможность, необходимость внесения каких-то поправок либо изменений в ваши внутренние локальные акты. Поскольку на сегодняшний день вы утверждали одно согласие, после того, как будет утверждена форма согласия Роскомнадзором, общую форму согласия сами учреждения могут не менять. То есть та формулировка, которая у вас будет в самом согласии, которое было дано, допустим, в прошлом году, позапрошлом году, да, в котором вы конкретно указывали о том, что ваш работник дает согласие на размещение его данных о нем в общем доступе. Эту формулировку можете не исключать из прошлого согласия, а дополнительно ввести новую форму согласия. Именно поэтому вот во время переходного периода нет таких определенных требований, чтобы вы должны были в течение 1-2 дней все это привести в порядок. Наш орган прекрасно понимает, насколько это серьезная, кропотливая работа для организаций, поэтому вам в этой части нужно, естественно, провести, как мы с вами уже говорили не один раз, провести аудит документов. Если ранее вы проводили аудит документов в соответствии с планом, то здесь, возможно, в соответствии с приказом, утвержденным конкретно руководителем образовательного учреждения, нужно будет провести внеплановый аудит документов, в соответствии с которым вы должны будете принять для себя определенные правила игры, скажем так. Да? Раз будет приказ, в котором будет четко регламентировано то или иное согласие, соответственно, вы должны вносить коррективы у себя внутри, в ваших внутренних документах. Так что мы тут поговорили с вами, да, что самостоятельно разрабатывать согласие вам не нужно. Ну, также я вам сказала, слайды, которые вы сейчас просматриваете, вы сможете потом посмотреть для руководства, для того, чтобы потом дальше, когда будете проводить аудит документов, чтобы непосредственно взять для себя за внимание, что согласие должно быть отдельным. Тут касается и обработка специальных категорий, и трансграничной передачи, и биометрических данных. Особенно это касается
организаций, которые у нас используют биометрию по системе ладошки. Тут нужно будет внимательно подойти к данному моменту, поскольку на сегодняшний день согласия, которые вы взяли, вы их можете использовать до того момента, пока не будет размещен в общем доступе приказ о внесении изменений и о утверждении форм требований на размещение, форм согласия на размещение. Это касается, у нас есть такое учреждение, касается непосредственно по биометрии тоже. То есть здесь нужно будет обратить внимание. На сегодняшний день законодательством не было урегулировано такого положения, как обработка персональных данных, биометрических данных в отношении несовершеннолетних. На сегодняшний день была возможность обрабатывать биометрию только в отношении взрослого населения, но тем не менее есть организация, которая использует данные биометрические данные детей несовершеннолетних, согласия их родителей, либо законных представителей, то вот на сегодняшний момент вопрос тут стоит довольно кардинально. Будет либо форма согласия, утвержденная Роскомнадзором, либо данная обработка, она будет запрещена. То есть в этом смысле нужно будет подумать о том, каким образом организации выходить с этого положения. Кроме того, как я вам сказала, что требования получения согласия, они не распространяются только на муниципальные государственные органы, органы правоохранительные, ОМС, а в остальных во всех случаях законодательством четко закреплено, что согласие должно быть. Поэтому мы с вами не просто так говорим, не просто так сегодня встретились и говорим о том, что в данном случае, видимо, это моя рекомендация, вы можете применить ее, можете не применять. Видимо, придется образовательным учреждениям, медицинским учреждениям, у которых есть такая обязанность размещать персональные данные своих работников в общем доступе, в соответствии с законодательством перечисленные конкретно категории персональных данных, не выше того, они должны быть закреплены в вашем внутреннем документе. Как правило, это, наверное, будут правила трудового распорядка, в которых вы должны четко определить для своих работников, что эта норма, она конкретно необходима в соответствии с законодательством. Как вы это будете прописывать? Так же, как на сегодняшний день прописываете, да, что получение, допустим, заработной платы происходит посредством передачи третьим лицам в банк. В этом случае, соответственно, согласия не нужно будет. Вам же нужно будет прописать, что непосредственно утвержденные законодательством персональные данные могут размещаться с согласия, но необходимы для осуществления трудовой деятельности педагога. То есть вы ставите в известность своих будущих работников о том, что есть такая норма, которую вы обязаны исполнять, и то, что записано в федеральном законе, гражданин должен знать, что он должен дать согласие на размещение этих сведений. Все остальное, что вы размещаете свыше, допустим, там фотография, биография, поскольку мы проводим систематические наблюдения образовательных учреждений и встречаемся с данной информацией, тут конкретно человек может дать согласие, может не дать согласие, это его право. Вот. А то, что закреплено законодательством, значит, работайте со своим педсоставом, чтобы они были в курсе того, что это необходимо. Во всех остальных случаях, если эта информация не будет размещена, вы же понимаете, да, если вы не разместите информацию, есть правовые последствия для самой организации. Поэтому провести работу вам нужно будет с внутренними локальными актами и конкретно уведомлять сотрудников. Может быть, это будет дополнительное уведомление о том, что у организации имеется обязанность о размещении в общем доступе той или иной информации. Но, тем не менее, законодательно теперь это уже закреплено. При обработке персональных данных раскрытие неопределенному кругу лиц самим субъектом персональных данных своих ПД, он основывается юридическими последствиями, которые для него несет данный конкретный информационный ресурс. Да? Вот я возвращаюсь к вопросу, который мы с вами обсуждали по поводу того, что вы
берете информацию, размещенную в общем доступе. Допустим, выпускник вашей школы достиг определенных там каких-то высот, и вы хотите эту информацию разместить. Да? Я и раньше говорила о том, что размещение данной информации на стендах у нас очень любят в школах, в образовательных учреждениях любого уровня размещать информацию о том, что выпускник, допустим, сейчас занимает ту или иную должность. И раньше мы говорили о том, что тут нужно согласие. А теперь конкретно законом это стало закреплено, поэтому вы должны прекрасно понимать, что нарушение части 1 статьи 6 обработка персональных данных без согласия влечет административное наказание по части 2 статьи 13.11. В этой части тоже хотелось бы поставить вас в известность, что на сегодняшний день законодательство внесены изменения, сроки привлечения по данному административному правонарушению увеличились от ранее, которые применялись 3 месяцев, до 1 года. Применение этих сроков, естественно, будет применяться конкретно законодательство с 1 марта. То есть если информация была размещена до 1 марта, то, естественно, тут закон обратной силы не имеет, и в течение года мы не можем привлекать к ответственности. Но вот с 1 марта все будет сложнее, поскольку на сегодняшний день очень много организаций у нас остались не наказанными именно в этой части, что согласие не было взято, либо форма согласия не соответствовала законодательству, и срок привлечения истекал. То есть 3 месяца – это не так много, да? Вы понимаете прекрасно, что для составления протокола есть определенный порядок, да, отводится определенное время. Кроме всего прочего, статья 13.11, она рассматривается в судебном порядке. Соответственно, судебные органы тоже имеют возможность отсрочить наказание, да, то есть уже не привлекать в связи с тем, что истекли сроки. То на сегодняшний день организации должны хорошо понимать о том, что год – это довольно существенный срок. Поэтому призываю вас всех, сегодня присоединившихся к данному семинару, вебинару, в общем-то, серьезнее отнестись к данным положениям изменений законодательства, поскольку вносятся изменения не только в 152 федеральный закон, но и в статью 13.11. Кроме всего прочего, гражданин как вам даст согласие на размещение и распространение его персональных данных в общем доступе, точно так же может дать вам информационный запрет на размещение тех или иных сведений при тех или иных определенных условиях. То есть вы должны быть готовы к тому, что не подписав то согласие, которое вы предлагаете своему либо работнику, либо физическому лицу, с которым вы взаимодействуете, должны понимать, что человек, кроме того, что даст согласие, выберет определенные строки, он может конкретно вам в этом согласии дописать, что он категорически запрещает размещать ту или иную информацию. И организациями эти сведения должны быть приняты конкретно к запрету. В случае же уже размещенной информации, если гражданин запрещает далее использовать эту информацию в общем доступе на ресурсах, соответственно, оператор в течение 3 дней, 21 статья у нас такая имеется в 152 федеральном законе, должен принять все меры для исполнения требования субъекта персональных данных. Если 21 статья, там несколько частей, если ранее вы могли до 10 дней, скажем, рассматривать само обращение, то есть давалась возможность сначала определить, уточнить сведения, да, определить достоверные, недостоверные, правильно ли обрабатываются, и только потом удалить, то на сегодняшний день, если гражданин выражает свое требование о том, что он запрещает размещать сведения о нем, эти сведения должны быть удалены. Это касается и непосредственно сайтов самих образовательных учреждений. Допустим, вчера вы разместили какое-то мероприятие, да, на котором были зафиксированы те или иные лица, разместили статью, касающуюся тех или иных граждан. Вот если гражданин отзовет свое согласие, даже он вам ведь и не давал согласия, допустим, да, это было общественно значимое мероприятие, вот,
рассмотрим такой момент, да, у вас возникнет вопрос, ну это же было значимое мероприятие, да, мы можем размещать информацию без согласия. Так вот, даже если была информация размещена без согласия в пределах законодательства, гражданин к вам обратился с требованием удалить данную информацию, вы обязаны принять все меры к удалению. Как вы будете это делать? Это, конечно, уже чисто техническая часть, если, допустим, информация размещается и не только в отношении одного гражданина, тут вы можете обезличить эти сведения, просто удалить данные о данном конкретном гражданине. Если эта информация, вот она необходима для общественности, каким-то образом она обязательно должна быть размещена. То есть здесь моментов много, как вы будете это делать, это уже чисто техническая часть, но тем не менее законодательством четко накладывается только 3 дня. Поэтому вам нужно, в общем-то, применить данное положение. Я понимаю, что на сегодняшний день не очень все красиво звучит, да, вы скажете, даже все очень печально для вас, поскольку на самом деле хочется освещать информацию, которая происходит у вас в организациях. Но тем не менее, вам нужно будет определиться и в отношении самих учеников. Внесение изменений в 519 федеральным законом в 152 конкретно трактуется таким образом. В отношении дачи согласия непосредственно вашими учениками. Если буквально 2-3 месяца назад, да, мы с вами разговаривали, говорили о том, что вполне возможно данное согласие внести в сам договор, то вот внесение изменений в законодательство, они конкретно трактуются таким образом, что согласие должно быть отдельное. Отдельное понимается таким образом, что оно должно быть в соответствии с 9 статьей информативным, четким, понятным. И требования должны быть исполнены в соответствии с частью 4 статьи 9. Конкретно прописывается, какие сведения должны быть в самом согласии. Поэтому на сегодняшний день ждем с вами непосредственно прохождения согласования приказа об утверждении данных форм. И далее начинаем работать с внутренними вашими документами для того, чтобы привести в соответствие. То есть на последнем слайде вы видите конкретно, что данным законодательством установлены особенности обработки персональных данных, размещенных их владельцами разрешенными их владельцами для распространения. То есть вы понимаете прекрасно, да, что теперь, чтобы откуда-то что-то взять или куда-то что-то разместить, нужно действовать четко, строго по закону. Ну, конечно, если вам не страшно наказание, вы можете действовать и так, как вам хочется, однако при условии, если гражданин к вам обратится, вы обязаны будете удалить эту информацию, кроме всего прочего, надзирающим органам. Как был, так и остается управление Роскомнадзора. Граждане имеют право к нам обратиться, и на сегодняшний день многие обращаются именно с моментами размещения их персональных данных без согласования с ними. Поэтому здесь и в пределах образовательного процесса, я думаю, информация вам будет интересна. Как педагоги все-таки вы большое, скажем, временное пространство проводите с ребятами и, скорее всего, общаетесь с ними также и в социальных сетях, и, скажем так, на их волне находитесь, да, вам, наверное, будет проще и необходимо доносить до них информацию, что на сегодняшний день с принятием изменений в законодательство и ребята должны использовать правила работы, непосредственные правила, которые для общения установлены, поскольку когда создаются определенные странички, да, как правило, наши ребята, детки, они хоть и в том же самом ВКонтакте только с 18 лет можно свои странички создавать, но тем не менее у нас многие ребята имеют свои странички, еще не достигшие несовершеннолетия. Однако это не говорит о том, что мы несовершеннолетние, мы не будем придерживаться тех правил, которые непосредственно размещаются на самих сайтах. В частности, ВКонтакте есть правила пользования сайтом.
с которыми, естественно, пользователи соглашаются, но мало кто их читает. Поэтому вот в этой части, как педагоги, вы должны и изменить законодательство в части, касающейся непосредственно ребятишек, донести эту информацию, что вот на сегодняшний день есть требования закона, где нельзя размещать сведения о гражданине без его согласия. Кроме того, что есть определенные правила этики, да, с ребятами у нас постоянно Сергей Сергеевич встречается в образовательных учреждениях, рассказывает о том, каким образом нужно вести себя в сети интернет. Но тем не менее, я думаю, что вот в связи с принятием изменений законодательства вы должны принять для себя определенные правила тоже приведения своих документов в порядок. Ну и, наверное, мышление немножечко нам с вами нужно поменять, поскольку на сегодняшний день вот стоит вопрос в том, что ранее общедоступными источниками пользовались так, как хотели. На сегодняшний день, как это ни печально, очень многие граждане обращаются с тем, что когда-то, может быть, по глупости были размещены где-то их сведения о них, либо размещены эти сведения с нарушением законодательства, гражданин не знал, тем не менее до сих пор гуляют. А граждане имеют такую привычку скопировать данную информацию, поставить ее на своей страничке, репосты поставить, написать кучу всего. Поэтому вот на сегодняшний день стоит очень серьезный вопрос именно по работе общедоступных источников непосредственно сети интернет. Для образовательных учреждений общедоступным источником также будут являться и стенды, которые вы используете. Поэтому предстоит большая работа и вам, и нам по применению законодательства, новых изменений в законодательство. Поэтому хочется пожелать вам только удачи в этом плане. Я думаю, что мы Министерство образования поставим в известность, когда будет уже конкретно согласован данный приказ, пройдет согласование. И, наверное, тоже Министерству рекомендуем разместить данные согласия у вас на сайте. Кроме всего прочего, хотелось бы еще отметить момент, который я сейчас не затронула, но он есть, определен в 519 ФЗ. С 1 июля вступает в изменение в законодательство еще в части возможности дачи согласия гражданам посредством сайта Роскомнадзора. На сегодняшний момент Роскомнадзором прорабатывается данный момент, технические возможности имеются такие, но тем не менее вы должны знать о том, что согласие на размещение сведений в общедоступных источниках гражданина может быть дано в любой форме. Это может быть форма с подписанием электронно-цифровой подписи, да, электронная форма. Поэтому, если человек не может сам лично присутствовать, у него будет возможность на сайте Роскомнадзора дать согласие и подписать его электронно-цифровой подписью. Это положение законодательства вступает в силу с 1 июля. Поэтому, я думаю, мы с вами еще встретимся дополнительно до этого момента, поскольку тоже сейчас пока непонятно, как данный ресурс будет работать. Он будет находиться на нашем сайте, либо это будет отдельный ресурс. Пока на сегодняшний момент технические службы Роскомнадзора работают над этим вопросом. Но, тем не менее, предполагается данное положение внедрить и гражданам дать возможность только с их согласия обрабатывать их персональные данные. Согласием, которое будет дано именно непосредственно на сайте Роскомнадзора. Это делается не только в части защиты граждан, еще и непосредственно данный ресурс будет использоваться при рассмотрении обращений граждан. То есть на сегодняшний день при рассмотрении обращений граждан управление Роскомнадзора направляет запрос, точно так же запросы мы направляем и в образовательные организации, если такие вопросы возникают. В соответствии с частью 4 статьи 20 оператор обязан нам предоставить информацию. Мы, естественно, в своем запросе в соответствии со статьей 23 требуем предоставить нам доказательства того, что согласие есть.
Вот в этой части уже будет проще Роскомнадзору конкретно надзирать за соблюдением законодательства, если будут формы согласия непосредственно на нашем сайте. Поскольку на сегодняшний день при обращении граждан мы рассматриваем всесторонне, мы запрашиваем информацию от гражданина, запрашиваем информацию от учреждения, информацию, которую мы получили и с той, и с другой стороны, она взвешивается и непосредственно дается ответ. Так вот, в части того, что какие-то организации лукавили при направлении нам ответов на запросы, не предоставляли копии документов, то вот на сегодняшний день этот момент будет пресечен Роскомнадзором в части обращений граждан. Поэтому образовательным организациям нужно здесь тоже серьезно подойти к этому моменту и довольно серьезно провести аудит и принять все меры, необходимые по внедрению изменений законодательства. У меня на сегодня все. Лариса Георгиевна, вот такие вопросы касаемо размещения информации на сайтах образовательной организации. Правильно ли я понял, что вот прошло мероприятие сегодняшнее наше, и мы на нашей новостной ленте разместим информацию, что прошел вебинар с участием СДО Ларисы Георгиевны. Значит, мы с вас должны взять согласие на размещение этой информации? Или прошли какие-то соревнования в школе, там Миша Иванов занял первое место, образовательная организация размещает информацию об учениках своей школы, которые заняли какие-то места, аналогичные, новостные. Поясню здесь момент. Если это общественно значимое мероприятие, и данное мероприятие озвучивалось, снималось, допустим, телевидением, да, в этом случае либо телевидение берет согласие с гражданина на размещение информации о нем, либо вы сами должны будете уведомить вашего ребеночка, его родителей о том, что информация будет размещена в общем доступе. Либо берется единое согласие с родителей, что в случае определенных достижений, положительных достижений ребенка, вы с их согласия размещаете информацию о достижениях, фамилия, инициалы, ничего большего. Это в отношении значимых мероприятий. В отношении первого момента, который вы сказали, тут конкретно скажу, что я работник государственного органа, поэтому информация обо мне, она не закрытая, общественно значимая информация, и информация будет размещаться не конкретно обо мне как о частном человеке, да, а именно о сотруднике. То есть вот в этом случае, если вы будете размещать на своем сайте, никаких вопросов возникать не может, поскольку я при исполнении своих должностных функций проводила у вас вебинар. И эта информация не закрытая ни для меня, ни для вас, ни для каких третьих лиц. Другой момент. У нас вот проходят республиканские методические объединения, на которых выступают учителя. Естественно, мы эту информацию размещаем в видеозале запись этих вебинаров и размещаем на новостной ленте, что приняли участие учитель такой-то, какой-то школы, принял участие и выступил с таким-то сообщением. Вот в этом случае обязательно, почему я вам говорю, что согласие у вас должно быть, согласие непосредственно по форме, которая будет разработана Роскомнадзором на размещение данной информации. Ваш педагог может отказаться от размещения данной информации в общем доступе и будет прав, скажем так. Это его право. На сегодняшний день законодательством дается право самому, даже человеку, исполняющему обязанности, отказаться от того, чтобы эта информация размещалась. То есть он на сегодняшний день провел определенное мероприятие, да, были какие-то чтения, он непосредственно работал с определенной группой людей, о которой он, естественно, был извещен, и он был согласен на это. Но чтобы вот дальше смотрели, может быть, он не захочет, а может, наоборот, выразить свое желание. Поэтому я вам сказала, что в данном случае внутренними локальными актами должно быть определено, что данная работа в данном образовательном учреждении будет вестись, и информация эта необходима для осведомленности, да, она будет размещаться. Нужно будет поработать с педагогом и взять с него отдельное согласие на размещение информации о нем непосредственно в том объеме, в котором предполагается законодательством. То есть вы же не будете на этом вебинаре информацию размещать о том,
где он жил, сколько жил, да, он же будет непосредственно педагог выступать и говорить о том, что входит в его должностные обязанности. Информация о нем, как о педагоге, должна быть размещена только с его согласия. Ну и вопросы уже вот из чата. По каждому мероприятию надо брать согласие или комплексно? Нет, не обязательно. Вы можете взять одно согласие, но указывайте, в каких целях. Должна быть цель. Освещение мероприятий, допустим, да, проведение уроков публичных, там, выступлений, т.д. и т.п. То есть сама цель должна быть определена. Если вы предполагаете, допустим, ну, вы же не сегодня, не первый день начали работать, вы же примерно знаете, какой деятельностью занимаетесь, каким образом информируете население. Поэтому с этой целью и пишите. Цель должна быть обязательно указана. Если цель будет не соответствовать, то согласие уже с нарушением требований части 4 статьи 9 подпадает под часть 1 статьи 13.11. То есть вот в этом случае вам нужно конкретно ориентироваться на форму самого согласия, которое будет выработано Роскомнадзором. Единственное, вы должны будете указать цель. И цель должна соответствовать непосредственно, ну, скажем так, педагогической деятельности. Ну, вот об этом мы уже, наверное, говорили. Нужно ли согласие на размещение на сайте школы фотографий детей, например, с Обилимпикса? Ну, это Олимпиада. Такая есть у нас. Если фотографии будут сделаны сами, не взяты с того сайта, где была размещена первоначально, то согласие нужно. Если взято откуда-то, то, значит, обязательно должна быть ссылка первоисточника. В любом случае, если информация размещается вами впервые, ну, чтобы было понятно, я поясню, да, согласие требуется. Вот с 1 апреля начнется прием в первые классы. В этом заявлении как раз предполагается заполнение согласия. Скорее всего, это согласие не соответствует еще новому законодательству. Что делать? Скорее всего, да. Но я думаю, что вам нужно будет сейчас пока придержать данное согласие, поскольку в переходный период вы не можете ничего разрабатывать и внедрять. А 1 апреля у нас попадет на переходный период. Поэтому на сегодняшний день вы берете согласие с какой целью? Оно же идет не для размещения в общем доступе. Нет, это согласие, но Поэтому обычное. Обычное согласие вы используете. Мы с вами говорим на сегодняшний день конкретно о согласии на размещение в общем доступе информации. То есть старое согласие еще будет как бы действовать? В любом случае вам нужно использовать согласие, только вы должны промониторить его, посмотреть, чтобы оно соответствовало части 4 статьи 9. Там всего 12 пунктов, этих 12 пунктов нужно будет соблюсти. Мы с вами проходили уже на прошлом вебинаре, конкретно касались самого согласия. Если присутствующие сегодня на вебинаре были на прошлом занятии, у вас должна была сохраниться презентация. Там есть определенный слайд, на котором указано, что должно быть непосредственно в самом согласии в обязательном порядке. Все, что свыше, пожалуйста, но вот тот минимум, который указан в этой статье, он должен быть соблюден. То есть цель обязательно должна быть указана, лица, которые дают согласие, то есть я гражданин, либо законный представитель дают согласие, кому конкретно указывается, кто. Сами знаете, да, в отношении физического лица гражданин идентифицируется по дате рождения, паспортным данным. То есть законный представитель указывает все свои данные, действия в отношении кого у ребенка тоже указываются данные, кому дают согласие организации, с какой целью, цели должны быть указаны обязательно, на обработку персональных данных, каких непосредственно должно быть указано, на какие действия обрабатывать вы даете, перечень должен быть, только обработка, передача, распространение и т.д. и т.п. То есть на обработку, сбор, систематизацию, накопление. Либо указывайте все, указывайте без передачи третьим лицам конкретно, поскольку передача с третьими лицами, она тут конкретно в 9 статье четко указано, что третье лицо должно быть идентифицировано, указано, если это юрлицо, название, адрес, расположение организации,
Поэтому вы в этом случае лучше не путайте, тем более, что законодательством четко установлено, что формы согласия должны быть разные на обработку, на передачу третьим лицам и на размещение в общем доступе. Далее указываете, на какой период времени вам дается, гражданинам дается согласие, каким образом оно может быть отозвано, фамилия, имя, отчество лица и дата. То есть вот эти вот небольшие, собственно, требования, они должны быть указаны непосредственно. Поэтому посмотрите часть 4 статьи 9, разрабатывайте отдельно согласие. Допустим, у вас есть договор, делаете приложение номер 1 согласие, которое обязательно для подписания. Если требуется размещение информации на официальном сайте по педработникам, то должен ли субъект персональных данных иметь право выбора определенных данных в согласии? Но приказом Рособнадзора определенный перечень. То есть допускается ли... Вот об этом я вам говорила, что 519 ФЗ четко закрепил, что вы должны дать гражданину выбрать. То есть законодательством у вас четко определено, но вы можете не разместить ту информацию, на которую вам не дал согласие ваш работник. И именно будете конкретно действовать в соответствии с его согласием. Но тут я понимаю, вилка такая, да, вас будут наказывать за то, что вы не всю информацию разместили, да? Поэтому нужно будет работать, внести, может быть, изменения, как я уже говорила, в правила внутреннего распорядка, что это является обязанностью. То есть у вас правила внутреннего распорядка конкретно должны быть, сотрудники должны быть ознакомлены, подписаться должны, вы должны прописать там, что есть определенные обязанности ваших работников. Неисполнение обязанностей, уже работник подумает, не буду исполнять эти обязанности, значит, это... грубо говоря, если он не дает те данные, которые от нас требует законодательство, то мы ему должны предложить поискать работу в другом месте. Не имеете права в соответствии с Трудовым кодексом. Не имеете права. То есть в этом случае просто-напросто нужно будет, во-первых, поработать с человеком, во-вторых, если не дают согласие, не размещать, но тем не менее у вас будет конкретно запрет на размещение. В этом случае я считаю, что непосредственно с работником нужно взять пояснение, почему. Я думаю, что вот такое пояснение, что не хочу, в этом случае не пройдет. Размещение на сайте дипломов, грамот, наград учащихся каким-то образом регламентируется. Но это тоже размещение персональных данных в общем доступе. То есть также регламентируется только согласие. Согласие на это. Мы не могли в согласие на обработку персональных данных включить все, что нам хочется. Весь набор определяется из цели обработки. Надо обоснованно включать. Я не совсем понимаю, в чем форма меняется. Такой вопрос тоже не очень понятный. Ну, скажем так, я понимаю, о чем говорит человек. На сегодняшний день каждая организация, каждый оператор определял сам, что он захочет, то он и напишет. Вот и все. И при проведении контрольно-надзорных мероприятий очень часто мы встречались с тем, что согласия вообще на размещение нету. У многих есть на размещении, но не той информации, которая размещена. Поэтому, чтобы не возникало вопросов о том, какую форму согласия на размещение в общем доступе нужно иметь, Роскомнадзор предложит вам свою форму. Именно для того, чтобы вы не, скажем так, не изобретали велосипед, а использовали то, что конкретно соответствует законодательству. Поскольку при проверочных мероприятиях, поймите нас правильно, при проверочных мероприятиях мы начинаем смотреть саму форму. Да? В форме цель не указана, но тем не менее субъект дает свое согласие на то, чтобы размещать данную информацию. То есть здесь исходим из точки зрения, что если субъект от вас каким-то образом зависим, он вам подпишет все, что вы сделаете, и не будет смотреть, соответствует оно законодательству, либо нет. То вот на сегодняшний момент вы будете иметь определенную форму, если у вас есть такая цель обрабатывать эти данные, размещать их в общем доступе, то вы должны соблюдать данную форму. Это делается не потому, что мы такие вот нехорошие, мы хотим, чтобы вы от нас зависели, а именно для того, чтобы вы избежали нарушений законодательства по части 2 статьи 13.11, которая, я вам уже говорила, и по сроку
она долгоиграющая, да, целый год. Кроме всего прочего, там штраф не маленький. Поэтому это делается, ну, только во благо. Ну, все на этом. Так, если у соискателя есть судимость, и он против обработки персональных данных при трудоустройстве, что делать? Ну, если у него есть судимость, во-первых, вы его не имеете права взять в образовательное учреждение. И здесь какое согласие с него может быть? Вы размещать эти сведения нигде не будете. Так? Работник вам устроился, он обязан вам предоставить справку о судимости. Кроме всего прочего, если, допустим, у вас возникают подозрения, вы же вправе организовать определенную комиссию и запросить сведения, если у вас какие-то подозрения возникли в том, что гражданин не исполняет законодательство, где-то замешан. Да? Увидели также в общем доступе какую-то статью. Имеете право запросить, ссылаясь на Трудовой кодекс. В Трудовом кодексе у вас четко указано, что вы имеете право, вы обязаны, не то, что имеете право, вы обязаны удостовериться в том, что лицо может быть допущено к детям. Поэтому я не думаю, что здесь будет возникать вопрос. Другое дело, если вы будете размещать эти сведения, но тогда только с его согласия. А вы же не будете этого делать. Я так думаю. Допускается ли использование одного согласия на распространение в группах в соцсетях образовательной организации? Не поняла вопроса. Одного согласия как? На распространение. Одно единственное согласие именно на размещение в группе. Группа – это определенный круг лиц. То есть допустим, вы можете для себя определить правила для регистрации, открытия регистрации в группе, человек должен дать согласие. Потому что определенный круг лиц, он будет знать о нем. Ну, вот есть вопрос, локальные акты, когда будем менять, вы уже сказали, по-моему, что после... Да, подождем, пока конкретно будет принято, регистрационный номер будет присвоен данному приказу, приказ номер 18. И уже тогда будете смотреть. Но на сегодняшний день нужно будет, по крайней мере, промониторить те согласия, которые у вас есть на обработку. Они у вас также останутся, как они у вас и были. У вас добавится только согласие на обработку биометрии, согласие на распространение. Вот эти формы, они будут несколько изменены. Старые согласия нам будет сохранять? На распространение персональных данных вы можете их уничтожить в соответствии с номенклатурой. То есть, если вы приняли на сегодняшний день, допустим, сегодня вышел приказ, да, присвоен регистрационный номер, вы применяете новую форму согласия на размещение сведений. Номенклатурой у вас определено, что документы, касающиеся непосредственно там, у вас же есть определенный перечень документов, которые хранятся 3 года, которые 5, которые 10, которые всю жизнь. После наступления этого срока уничтожаете, до наступления этого срока храните. Ну вот получается сейчас, вопрос по детскому саду, но я думаю по всем. Сейчас, получается, должно быть 2 согласия, да? Ну, как минимум, да. Да, одно согласие на обработку персональных данных, а другое размещение информации. Но вообще по практике 3 на предоставление третьим лицам. Предоставление третьим лицам еще, да. А вот на сайте российской РДШ имеют ли они право размещать грамоты победителей учеников? Тоже только согласие. Да, имеют, но нужно тоже только согласие, да. Коллеги, значит, презентация, я пытаюсь сейчас открыть доступ к презентации, почему-то не включается. Вот я перехожу в режим доступа, файл не высвечивается у меня. Может быть, у вас вот сейчас на 4 окошка у вас разбился экран, появилось окно файла, в нем должна быть презентация. Сейчас я попробую еще с другого компьютера это сделать. И вы можете скачать эту презентацию. Я думаю, что все, да? Так, почему-то тоже, да, почему-то... Скажите, есть у вас в 4-м окне файла презентация? Почему-то у нас не видно. Хорошо, значит, мы будем вывешивать информацию в новостях по этому вебинару, и в новостной ленте я прикреплю эту презентацию.
Те, кто просит презентацию за прошлый вебинар, который мы проводили в начале декабря, по-моему, Да, в декабре. 3-го или в начале декабря, напишите мне тогда на почту, я вам тоже ее вышлю. Почту можно найти на сайте Крирон. Или на почту Крирон напишите, мне перешлют ее. Коллеги, как бы все вопросы, насколько я, так сказать, следил за чатом, исчерпаны. Спасибо огромное Ларисе Георгиевне. Коллеги, всего доброго, до свидания. До новых встреч.